Так, ребята, всем привет! Сегодня ко мне приехал снова Везель. В общем, боремся с его форсунками, с его пропусками по зажиганию, и они никак не проходят. В общем, расскажи, Семен, как оно вообще? То есть ты ездишь, у тебя ошибка выходит, да, потом? Да, Через день-два, да? да, через 2 дня. Ну, она на табло не выходит, табло она выходила один раз. Я Ага. проверяю через этот ОБД-2, и там форсунки первая, вторая, четвертая выходят, что пропуски зажигания, и начинает машина подтупливать. Когда газ нажимаешь, она сильно как бы газует, но не едет. Угу. Сбра- И гирлянда потом выходит, да? Гирлянда, ну, один раз выходила, больше не выходила. Я сразу, когда на ОБДшку выходит, я сбрасываю, минус скидываю. А так, когда ошибки сбрасываешь, она думает, что все хорошо, значит, пытается в штатном режиме работать, но все равно плохо газует. Угу. Потом, видимо, корректировки проходят, она начинает после этого как бы нормально ехать, а потом уже ошибки появляются, и она уже начинает. Ну, в общем, какой будет проделана работа? Вот Семен купил, короче, я ему сказал, что надо купить. И какие работы будем делать. Вот у нас показания по форсункам. Сейчас покажу. Вот так вот. У него, получается, троения идут во втором цилиндре, в третьем цилиндре. Больше всего в третьем получается. Ну и немножко по пропуску там третий, четвертый тоже. То есть везде все по-разному работает. Основное у него второй цилиндр, откуда у него, походу, ну, первый, второй цилиндр, они выдают эти ошибки. Разбеги очень большие. Когда у него пропуск вспышки копится вот здесь вот больше 50, 60 там, допустим, к соточке подходит, она сразу выдает гирлянду. Вот. Этот цикл постоянно обнуляется, когда ты, грубо говоря, зажигание выключил, включил, он обнулился. Поэтому у тебя между поездками все время, да, не загорается. А когда ты очень долго ездишь и перегазовки у тебя постоянные, у тебя выходит ошибка гирлянда. Да, и когда на холодную запускаешь, после этого сразу ошибки Да, в появляются. общем, что будем делать? У него явно сильно грязная камера сгорания. Мы сейчас будем ее смотреть, осматривать. И у него, скорее всего, там надо будет клапана чистить, впуск полностью. Вот я его заставил купить Джизокс, 2 баллона. Этим будем мы чистить впуск, этим мы будем чистить камеру сгорания. Ну и Джизокса тоже добавим туда, получается, будем запенивать. Сейчас мы первым делом посмотрим, как у нас выглядит камера сгорания до процедур. Потом мы будем доставать форсунки, попробуем их прогнать через ультразвук. И попробуем их почистить, погонять режимы все, получается, на моем приборе инжекте. И попробуем их как-то подреанимировать и посмотрим, если они будут лить примерно хотя бы одинаковый размер, то мы как бы будем их ставить назад. Если у нас будут очень сильно пропускать воздух, и будет при этом у нас большие разбеги, мы тогда будем что-то думать насчет замены форсунок. Там есть у меня восстановленные. Может, попробуем их подкинуть. Может быть, с ними будет лучше. Ну, в общем, попробуем поэкспериментировать с этой машиной. Потому что, ну, накладно покупать форсунки. Будем пробовать как-то реанимировать ситуацию. Получится, получится. Нет, ну, пытка, не пытка. Все равно, как бы так. Пробовали мы их чистить с помощью BG. Пробовали чистить ее SL. Всяко разно. Эффект какой-то был. Ну, какой-то ненадолго, во-первых, и во-вторых, он что-то как-то вообще все по-другому. То есть раньше у него показания были, четвертая форсунка наливала почти что там, ну, пропусков 30-40, да. Потом она вроде бы после промывки вообще перестала толком, но у него почему-то появилась во втором цилиндре больше, короче. И вот как-то так мы мучаемся. В общем, будем смотреть. Ну что, посмотрим камеру сгорания, поснимаешь? Я сейчас туда опущу туда эндоскоп. Переключим, наверное, на видео. Вот так вот сделаем. Чик. Камеру надо почистить хорошо. Грязи хватает. Тут грязь, тут грязь. Так, все. Включили видео. Заходим эндоскопом в камеру сгорания. Она сейчас там очень сильно, конечно, грязная, но... Вот светильник сильно отсвечивает. Угу. В общем, цилиндр видим, что более-менее чистый. Ханинговка у него хорошая. Задиров не вижу никаких по камере.
вроде все хорошо. Ну и смотрим мы как раз то место, где у нас грязь. Вот есть шалока отложения, вот она форсунка. Вот она прям это место. Его прям хорошо видно. И этот пятак, он, видишь, закоксованный. Наша задача убрать этот кокс. Ну и, конечно, вот этот кокс, который рядом с клапанами, вот как показать, не знаю. Вот тут вот, все надо будет убирать это все дело. То есть она почистит хорошо. Сейчас, Пробег 188 тысяч. да, сейчас мы перейдем на эту горячую. Надо будет. Зажал. А, вот вижу. Короче, сейчас еще раз зайдем в камеру, в первый цилиндр. Отфотаем все. Вот какого состояния был у нас цилиндр. Вот. Зашли, развернулись. Смотрим состояние клапанов. У тебя сейчас впуск, интейк. Интейк открытый. Место форсунки сейчас мы тоже сфотаем. Вот так вот. Вот этот клапан сфотаем. Ну и вот так вот еще. Все, первый цилиндр мы посмотрели. У нас первый и второй самые такие мощно, типа засранные, что ли. Смотрим второй. Что у нас со вторым? Вот тут нормально. Вот нагарчик есть, видишь, во втором. Вот нагарчик. Ну тут много, да, больше. Вот нагар, это вот где форсунка как раз. Вот она. Вот. Все. Это цилиндр, да? Смотрим. Да. Смотрим четвертый цилиндр. Так вот. О. Поршня вообще чистые. 208 помогает. Был нагар, большой нагар был. Клапана тоже смотри, как почистила. 208 реально она помогает. Но она вот не смогла вот эти отбелить. А вот тут место форсунки четвертое. Она вообще, смотри, чистая более-менее. Именно пятак, видишь, блестит. И она у нас как раз-то льет-то нормально, в принципе. Но место, где рядом с ней, уже грязно. Ну так-то это, в принципе, чисто. Ну, в принципе, да. Да, Ну, мы для профилактики сейчас все равно сделаем. Короче, достанем форсунки с этой машины. Промоем сами форсы. Попробуем. Почему? И Лицо грязное. у меня? Ну. Не знаю. Это. Короче, Макс, знаешь, твоя задача сейчас разобрать, короче, пуск, все разберем. Надо крышку будет открыть и проверить, все-таки перепроверить зазоры клапанов. У меня подозрение есть, что что-то клапана как-то работают неправильно еще. То есть 0.25, 0.30 все наши надо проверить. Мы его, короче, с тобой регулировали полгода назад. Я помню. Надо проверить эти зазоры. Вроде работает неплохо, но почему-то у него... Вот Серега вчера, допустим, Хандари в Хабаровске. У него также Везель приезжал с дикими пропусками. И он говорит, что отрегулировал клапана и пропуски ушли. Вот. То есть надо будет эту версию проверить. И мы сейчас как раз заодно снимаем форсунки. Нам все равно впуск откручивать. Нам ничего нету, никакой сложности открутить крышку и проверить этот момент. Ну все, начинаем работать. Снимается? Да. Ну все, вот запениваем, короче, горшки, пока двигатель горячий, пускай химия работает. Хорошенечко сейчас все это дело подзапеним, не жалея Валеры.
главное первый, второй горшки. Самое главное их. Зайдешь, разве что. Смотри, что-то пошло.
Ну, помыли мы в ультразвуке форсунки, они уже вот такие вот, как новые, конечно. Но это ни о чем не говорит. Сейчас будем смотреть, как они будут наливать. Вот, вот тестируем форсунки новым оборудованием Inject. Налив у нас практически у всех форсунок одинаковый. Так, тест на герметичность, обратная промывка. Пусть помоет обратной промывкой, сделаем. Эти форсунки мы уже мыли в BG, мыли SL-кой, то есть в бак он откатался своим путем. Просто они были в очень сильном нагаре сверху. Сейчас мы ее отмыли уже в ультразвуковой ванне. Ну и как бы это, смотрим ее. Так, сейчас сделаем вот так вот. Чуть времени побольше зададим. Обратную промывку зададим, пускай помоет побольше их. Так, проверяем форсунки на герметичность. Вот тут вот в этой форсунке немного есть. Немного есть этот сифонит чуть-чуть. А эти более-менее нормальные. Вот это тоже чуть-чуть, по-моему, есть. Вон, капелька. Самая герметичная третья. Ну, не сильно-то они как бы и пропускают. Чуть-чуть вообще. В общем, все, форсунки прошли тест. В принципе, работают нормально. Будем сейчас ставить их на машину. Ну, сейчас камеру сгорания дочистим. Все, чтобы в идеал. Макс отрегулировал клапана. Че, Максон, как клапанишки? А? Еще один, да? Макс говорит, клапана очень сильно убежали. Как бы, в каком больше всех убежало? Не помнишь? Все? Все? А в каком больше? Первый, второй? Да, Да все. все. Ну, понятно. Ладно, что, сейчас посмотрим, придем мы к истине или нет. Придем, конечно. Покажу, как это делать. У меня только закрывание, автозакрывание дверей. Инструкция есть такая, специальная. Я с переводчиком со всем этим делал. Не нашел только закрывание дверей, ты смог отключить автоматически. Есть. О, в самом низу находится. Смотри, сколько грязи. Угу. Смотри, как все разъело. Там еще водичка есть. Немного. Камера грязная, кажется, да? Чисто же уже, смотри как. Угу. Это то, что вот это вот грязь, это ничего страшного, это развозюкало ее. Сгорит, да, вся? Стекает, да. Она стекает. Вот, смотри, сколько грязи отъела под клапанами. Вот. О, место форсунок. Место форсунки, смотри, какое стало. Ну, еще бы надо бы помыть. Он даже вот так бы помыли. Не мешаю? Нормально. Ты новое видео купил, да? Нет, свое, родное. В смысле для нее? Да, новое. Наверное. Так вот бы подержать бы.
Понял? Как чисто. Мгм. Вот тоже все чистенькое. Грязи немножко. Разъевшийся. Вон, смотри. Вот место, где форсунка. Мгм. Ее бы помыть. Так, сейчас поставим. Третье. По-моему, даже светить не надо. Вот такой вот впуск чистый после чистки. Все блестит. Что было, что стало. Вообще по нас. Первый запуск у нас, короче, вот состоялся. Везеля. Мы тут как ежики в тумане. После химии вот такая тема. Сейчас все выгорать будет. Фу. Жесть, конечно. Фу-фу-фу-фу. Мама дорогая называется. Сейчас надо прогазоваться. Что могу сказать по пропускам у нас? Вот при старте, при первом были. Будем смотреть после вот этого всего, что будет. Пойдут у нас пропуски по зажиганию или нет. Что там, пропуски дофига, да? Да нет. Но они как с первого старта стартанули, а потом не идут, они стоят на месте. Ну, сейчас посмотрим, нам надо все адаптировать. Обгорит сейчас все, успокоится. Потом будем думать. Валера горит. Валер, да там все, там и Джизокс, и Валера. Жесть, конечно. Надо шланг. Ну. Уже не подстраивает. Ну слушай, работаем-то как-то лучше. Как будто бы мягче, что ли. Ну сейчас рано говорить, сейчас посмотрим. Сейчас маленечко приработается все. Все будет хорошо. Мы еще сейчас масло зальем, минералки. Промоем двигатель 109-кой. И на этом все. И свежее масло зальем и отпустим ездить. Все, ребята, вроде процедура вся эта наша помогла. И пропусков у нас теперь вообще по минимуму. Были пропуски по цилиндрам. Первый цилиндр был 17, второй был 10 за полминуты работы. А сейчас у него стоит, работает уже минут уже несколько. Вот всего вот такие вот пропуски. Первый это 1, второй 1, третий при заводке только 1. И четвертый там немножко побежал что-то почему-то и все, остановился. При перегазовке, после перегазовки тоже пропуски не растут больше. То есть все нормально. Для Хонды 1, 2, 3, 4, 5 это вообще не критично.
У них у всех бывают пропуски маленечко, это ничего страшного. Сейчас еще будем обучать дроссельную заслонку, с этим может быть связано. Ну и все, в принципе. Сама проблема у него как таковая ушла. Значит, проблема такая. Значит, как это решается? Эта проблема по именно пропускам по зажиганию, когда у вас... тут не только дело, ребята, в форсунках. То есть получается, что заменив форсунки, вы можете не избавиться от этой проблемы. Почему? Потому что пропуски зажигания идут от этих... ну, как бы пропуски, они ото всего могут идти. От свечей зажигания, от форсунок, от клапанов. И поэтому это надо все делать в совокупности, как сегодня мы сделали. То есть мы почистили полностью весь впуск. Впуск был весь грязный, получается. Клапана тоже были как, зажатые, разжатые. Из-за того, что там куча кокса было и всего такого. Оно все это работать мешает. Поэтому мы всю эту грязь отъели. Потом все прочистили, сделали микрораскоксовку. И снутри мы почистили камеру сгорания. Вместо установки форсунки, где она там сидит, получается. Вместо вот это вот. Мы его полностью почистили. Ну и все на этом, в принципе, как бы. И все. Все, заливаем 109-ку. И даем машине час поработать. Потом будем сливать. Пробовать. Потом будем масло менять просто и все. И все, и отпускать клиента. Пропусков меньше стало намного. То есть, ну, они как-то появляются один там. В 4-м цилиндре. При перегазовке. А особо как бы нет. Поэтому так вот как-то. Ну все, ребята. У нас завершается промывка двигателя. Специальной химией. Сейчас будем замену масла делать на Moligrin. И все на этом. В принципе, мы этого везели, отрепетировали. За час работы на нем всего образовалось вот 6, 5, 8 пропусков. Все, больше нету. Дальше они стоят. Как бы так. Это нормальные результаты, я считаю, за час работы. Сейчас сольем, короче, старое масло. Мы сейчас его промыли, движочек, еще 109-кой. И на этом все. Короче, непостоянные пропуски. Непостоянные, да, есть. Но они у всех машин есть. Не знаю, с чем это связано, но как бы очень мало машин, которые по нолям. Практически нету таких машин. Итак, смотрим, как помыло у нас 109-ка двигатель. Вот такое масло черное. То есть оно было свежее практически. А сейчас оно вот так вот двигатель помыло. Движочек был грязненький изнутри, значит. Поэтому нормальная профилактика такая получилась. Впуск почистили полностью, клапана все отмыли, немножко камеру сгорания помыли, ну и сам двигатель. Регулировку клапанов сделали, форсунки почистили. В общем, вот такой комплекс большой, богатый комплекс сделали. Сейчас калибранем еще робота. Дроссельную заслонку чистая, почистили, калибровали. Короче, полетит тачка как с завода, наверное, сейчас. Он как топает. Спорт режим же, да? По итогу, после всего, после проделанных работ. Смотри. Четвертый цилиндр при заводе только третий показал, а так все по нолям. Вообще. Видно, да, там хорошо? Вот, ребята, все по нолям практически. Вот в 4-м немножко есть, но это, я думаю, нормально. Будет теперь ездить. А было у него за несколько секунд работы, там было 17-10 уже. Да. Он набегал уже здорово. Полминуты. За полминуты набегал, ну. Сейчас вот все. Ну, короче, катайся, Семен, будем смотреть, что получится. Спасибо. И скажешь потом, как едет машина. Хорошо. После всего этого комплекса.
Я так понимаю, что нужно делать реально всем комплексы, конкретно от и до. То есть прочистка впуска, прочистка дросселя, прочистка камеры сгорания, чистка форсунок на аппарате, причем со съемом. Да, и только тогда все будет нормально. Да, работает вообще тишина, да? Классно. Все, катайся. Так, сегодня мы вот везели, отремонтировали, уехал, говорит, все хорошо, все работает нормально, машина резвее стала. Вот, а мы сейчас делаем полный комплекс, замену масла в роботе, обслуживание робота полностью, то есть, ну, не полностью, конечно, выжимной мы подшипник не перемазали, ну, калибровки проходим все полностью, дроссель почистили. Сейчас обучение дроссельной заслонки идет. Масла поменяли в двигателе, в роботе. Вот такой вот у нас шаттл на пробеге. 159 тысяч пробег, 691 приехал.